Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлул уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфана бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. После этого, иншаллах, мы продолжаем наши уроки в Исламском университете Украины онлайн-режиме. У нас сегодня книга «Недуги сердца». Мы дошли до 6-го упоминания рая и ада. Тема у нас была глава 3 «Пренебрежение». И мы разбирали, что такое пренебрежение. Это гафля, или тафрит, мы сказали на арабском языке. 6-е это у нас поминание рая и ада. Рай – это обитель, находящегося в которой никогда не умрут, и строение, которое никогда не разрушится. В ней нет старости, в раю у нас нету старости. Мы в рай попадаем, иншаллах, нашей душой и телом. Иншаллах, надеемся на Аллаха, что Аллах нас заведет в рай и будем наслаждаться райскими наслаждениями. Великое наслаждение в раю это является говорить с Аллахом воочию, видеть лика Аллаха и говорить с Ним напрямую. Это великое блаженство, это великое наслаждение рая. Общаться со своим Господом, это высшая степень рая. Просим Аллаха даровать нам эту высшую степень рая. Поминание рая и ада, что оно делает на самом-то деле? Это обитель, находящегося в которой никогда не умрут, и строение, которое никогда не разрушится. В этом мире мы знаем, люди стареют, люди болеют, люди умирают в этом мире. Дома становятся дряхлыми, разрушаются дома. А в раю не так. В раю то, что мы не представили даже есть. То, что мы пожелаем. В раю такое наслаждение. В ней нет старости, и благое, и красивое в ней никогда не исчезает. И также из фруктов, если сказать, допустим, как аяты в Коране сказано, «Кутуфу адания». Если мы хотим сорвать райский плод, оно наоборот приближается к нам. Также описывается рай, что когда мы кушаем фрукты из рая, что становится? Больше, слаще становится этот фрукт. Один мы съели, допустим, сладкий фрукт, хороший фрукт. Второй, этот же фрукт, когда мы кушаем, оно больше становится лучше. И дальше, больше становится наслаждение в раю. Воздух рая – это прохладный, ласковый ветер. И питье его из источника тасниим, как Аллах в Коране сказал. Воздух рая прохладный. Извиняюсь, закрылся этот телеграм. В последнее время троит этот телеграм, не знаю, что случилось. Раньше говорили, когда, как говорится, карбюратор плохой, пальцы стучат, а теперь телеграм стучит. Наверное, тоже, по-моему, русский это сделал, как Жигули работает прям. Воздух рая прохладный, ласковый ветер и питье его из источника тасним. Обитатели рая окружены милостью, милостивившегося из милостивых, и наслаждается созерцанием лика его. Мольба их слова пречисты, о Аллах, а приветствуй их там мир, и другие слова их хвала Аллаху, Господу миров. В райском блаженстве есть то, чего не видели глаза человека, о чем не слышали уши его, и что он не способен даже вообразить. Как мы сказали, в хадисе посланника сказано об этом: «Маля айнун раат, валя узунун самиат, валя хатара аля кальби башар». То, что не видел глаз, и то, что не слышало ухо. И также не пришло человеку в сердце. Он не представляет до такой степени, какие там наслаждения. Там в раю очень много наслаждений. Изобилие наслаждений в раю. Это кому? Обитателям рая. Тот, кто слушался Аллаха и его посланника, тот, кто был терпелив, не участвовал в запретных обрядах, харамных обрядах не участвовал, не уподоблялся на неверующих, не участвовал в хараме, оставил запрещенное,
делал обязательное, проявлял терпение в предопределении Аллаха. Как, допустим, наступила война, будь, получается, чем? То есть кем ты должен быть? Стойким, сабир, проявляющий терпение. И так дальше в райском блаженстве есть то, что чего не видели глаза человека, о чем не слышали уши его, и что он не способен даже вообразить. Также в раю, что есть у нас в раю, баракаллаху фикум, замки, один кирпич из золота, другой из серебра. Раствор будет мускус, благовоний, мускус. Кому это? Покорным людям. Кто-то, кто покорялся Аллаху, будучи молодым в это время, оберегал свои глаза от харама. Посланник Аллаха что сказал, саллаллаху алейхи саллям? Первый взгляд это твой взгляд. Второй взгляд это шайтана. Если ты смотришь на запретное, харамное, второй взгляд это шайтана. Ты посмотрел хорошо на этого шайтана, если ты посмотрел таким образом. Или на харамное посмотрел. Что тебе следует теперь делать? Тоубу, истихфар, просить прощения Аллаха. Сиди и проси прощения за харам. То, что ты сделал. И проси прощения, астагфируллах. И тоубу делай, покаяние. И так дальше. Обитатели рая. Чтобы быть обитателем рая, нужно почаще делать прощение. То есть просить у Аллаха прощения. Надо почаще каяться Аллаху каждый день. Обитатели рая окружены милостью милостившийся из милостивых. И наслаждается созерцанием лика его. Видите, что мы сказали? Лика Аллаха – это видеть высшая степень из обитателя рая. Мольба их слова пречисты, субханаллах, они говорят, о Аллах. А приветствуй их там, какой будет там? Мир, ассаламу алейкум. Не добрый день, не добрый вечер. И другие слова их, хуала Аллаху, Господу миров, альхамдулиллахи раббил аламин. В райском блаженстве есть то, чего не видели глаза, как мы сказали. Человека, о чем не слышали уши его. И что? Он не способен даже вообразить. Этот рай Аллах приготовил для тех, кто покорен Ему, Аллаху. Там они будут возлежать на ложах напротив друг друга. Будут сидеть на диванах против друг друга. Кушать фрукты не с тарелки, не с подноса, а прямо с дерева. Как ты пожелаешь, тебе подадутся. То есть эти фрукты с дерева. Представляете? Самые лучшие фрукты с дерева, сразу свежие. И так дальше. Там они будут возлежать на ложах напротив друг друга на диванах. И их будут поить выдержанным райским вином, не опьяняющим вином. Как раз сезон грехов, сезон куфра и грехов начинается сейчас, сегодня как раз. Сезон куфра и грехов начинается. Некоторые выходят даже так называемые себя, кто относит к исламу, выходит вместе с куфром и с грехами выходит. Участвовать. Валиязу билля. Когда нужно сторониться, держаться подальше от мест там, где проклинает Аллах. Когда бывают опьяненные, то есть бутылки харамные, имеется в виду опьяняющие вещества и тому подобное, ты должен сторониться таких людей. Итак, там они будут возлежать, как мы сказали, кому будет вина райские? Кому? Это покорным людям Аллаха. Там они будут возлежать на ложах напротив друг друга, их будут поить выдержанным райским вином, не опьяняющим, не теряющим разум, а на лицах их прибудет сияние и блаженство. Что они пьют? Воду райскую, вино, молоко и мед. Еще реки там есть. Один из вина, другой из молока, из меда, из пресной воды. Их вино ничем не похоже на вино в этом мире. Те, кто пьют опьяняющие вещества, опьяняющие, как вино, наркотики, таблетки, разные называются. Это все большие грехи. Из-за них человек портит свою жизнь. И они не будут пить райское вино. Оно белое и приятное для пьющих его. Не красное, как тут, а там белое. Кто окружает их? Слуги. Слуги будут окружать райских людей. Вечные отроки. Вечные отроки. Итак, кто их супруги? Черноокие девы. Черноокие девы, подобные рубинам и перламутруму, которого не касался до обитателей рая ни человек, ни джин.
Как Аллах в Коране об этом сказал, что не коснулся их ни человек, ни джин. Никогда не старейшие женщины будут там, и мужчины, живущие в прекрасных шатрах. Там будет дома, как замки большие, один кирпич из золота, другой из серебра. Человек тут мечтает, богатые люди, стараются себе кое-что золотом разукрасить. А там дома будут, один кирпич из золота. Даже там есть два рая. Чистый рай, один из серебра, другой из золота есть. И шатры будут у них на реках и также около морей. Итак, говорится тут дальше. Кто входит к ним благие ангелы? Это живущие в прекрасных шатрах люди. Шатры будут даже до такой степени большие, 60 локтей. Сегодня домов нет у некоторых людей такие. Кто входит к ним? Благие ангелы. Они входят к ним через всякую дверь и приветствуют их. Ассаламу алейкум. Обитателям рая приветствие. Кто не придерживается этой приветствия в этом мире, пусть знают, кто противоречит этому приветствию, не любит это приветствие, они не будут из обитателей рая. Кто не любит это приветствие, кто не распространяет это приветствие, ассаламу алейкум, они не будут из тех, кто Аллах сказал. Ты должен любить то, что любит верующий. Аллах то, что любит. Посланники то, что любит. И верующий то, что любит. Если человек презирает что-то из религии, как ассаламу алейкум, это куфр. Можно ли представить себе ценность этой обители, которую Аллах создал своей рукой для тех, кого Он любит и наполнил своей милостью и щедростью, и назвал райские блаженства великим преуспеянием. И упомнил о том, что эта обитель лишена каких-либо недостатков. Если ты спросишь о райской земле, то она мускус, земля мускус, дорогое, с шафраном. Шафран мы знаем тоже дорогой. А крыша этой обители трон милостивого. Рай устлан жемчугом и драгоценными камнями, как изумруды, жемчуги, яхонты. Там строение из золотых и серебряных кирпичей, как мы сказали, деревья с золотыми стволами. Плоды это золото не похоже на мирское золото, братья и сестры. Плоды в раю нежнее сливок и слаще меда. Вода в райских реках никогда не портится. Так же, как сказано насчет меда, «Ваасали мусафа», Аллах сказал, мед будет в раю чистым, без примесей, без, как говорится, обмана. Плоды в раю нежнее сливок и слаще меда. Вода в райских реках никогда не портится, а женщины рая всегда чисты. Всевышний Аллах дарует обитателям рая телесное и духовное наслаждение, а это блаженство никогда не закончится для них. Размышление о рае гонит прочь беспечность, гафля, беспечность, то, что ты забываешь, что ты должен быть покорным Аллаху, что ты должен быть покорным, подчиненным также своим родителям. Ты должен служить своим родителям, быть покорным Аллаху. А из служения своим родителям это является что? Служению Аллаху. Только ради Аллаха делай это. Размышление о рае гонит прочь беспечность. Требуй знаний поэтому, чтобы беспечность подальше ушло. Ровно как и размышления о мучениях обитателей ада. Они тоже гонят беспечность прочь. Обитатели ада, то есть размышляй о тех, кто попадет в ад. Огромный камень в аду, падая, достигает дна только за 70 лет. Пусть же раб Аллаха задумается о положении обитателей ада, ноги которых притянуты к их лбам. Вы представляете, ноги притянуты к лбам. Оковы будут вместе с ногами, вместе с руками натянуты будут. И таким образом ведут этих обитателей ада. Итак, а лица почернели от мрака грехов. Они кричат со всех сторон и взывают: «О Малик!» Это ангел, ангел-хранитель ада. «О Малик!» скажут обитатели ада. Угроза в отношении нас осуществилась. «О Малик! Кожи наши готовились, горелись уже. О Малик! Выведи нас отсюда, мы больше не вернемся к тому, что творили». Хранитель ада не отвечает. Тысячи лет почти они кричат. Но им будет сказано: увы,
нет для вас выхода из обители позора и унижения. Это многобожники, это большие грешники, пока от своих грехов не очистятся, не выйдут. Если Аллах пожелает, простит. Если это права людей, нужно возвращать права. Бывает, человек попадает в ад из-за прав людей, если нарушаются права людей. Но им будет сказано: увы, нет для вас выхода из обитателей позора и унижения, оставайтесь же в ней и ничего не говорите. Тогда они отчаются и будут горько сожалеть о том, что не исполняли свои обязанности перед Аллахом. Однако их сожаление и скорбь не принесут им никакой пользы. Брошенные в огонь, они будут кричать: горе нам, и скулить. Они будут призывать на себя погибель, а на их головы будут лить кипяток. Этот кипяток, когда они хотят попить, им будут лить кипяток. Хамим называется в Коране. Хамим — этот кипяток, горящий кипяток. Когда подносит этот кипяток, уже сжигается его кожа, его лицо сжигается. Когда попадает этот кипяток внутрь, сжигаются внутренности. И тут поэтому говорит: они будут призывать на себя погибель, а на их голову будут лить кипяток. Их внутренности и кожа будут плавиться, и там будут железные палки, еще будут бить, да еще. Их печень будут разрываться от жажды, то есть печени. А плоть отделяться от костей обитателей ада. А они будут желать смерти. Они сами пожелают конец смерти, все. Но не будет им смерти, все уже. Смерть в этом мире наступила, но дальше идет жизнь постоянная. Постоянной жизни нужно стремиться, постоянной жизни надо готовиться. И так дальше. А плоть отдаляться от костей у них будет. И они будут желать смерти, но она не придет к ним. Из адского пламени будут вылетать искры, подобные огромным домам. Огромным домам, представляете, адские искры. Если такого размера искры, то каков же сам огонь? Это пламя будет в 70 раз жарче пламени в этом мире. И неверующие будут глотать то, что будет в этом пламени, а это скверная пища. Обитель ада будет страстно желать смерти. И она будет окружать его со всех сторон, но он так и не умрет. Их одеяние будет деготь, а их лица будут объяты огнем. Огонь будет над ними и под ними. То есть над ними будет огонь, как одеяло будет из огня, как также постель у них будет из огня обитателей ада. Одежда будет у них из смолы, налипая на него, чтобы больше он мучился, обитатель ада. Поэтому человеку нужно задуматься: нужно ли мне избавиться от ада? Нужно ли мне быть покорным Аллаху? Или ослушаться Аллаха? Что мне делать, ослушаться или быть покорным? Покорно быть Аллаху. Человек должен тут определиться в этом мире. Их одеянием, мы сказали, помимо телесных мучений будут еще и душевные муки. Каждый раз, когда новая община, их одеяние будет деготь, а их лица будут объяты огнем. Огонь будет над ними и под ними, как мы сказали. Помимо телесных мучений будет еще и душевные муки каждый раз. Когда новая община будет входить в ад, она будет проклинать другую. Представляете, другую общину. И ангелы будут упрекать их за их упущения и грехи и в мире этом. И так дальше называется рислин. То есть рислин — это что? Это гной, это остатки, которые идут от обитателей ада. Это тоже они будут пить. И также они будут кушать колючие плоды. Колючие плоды они будут кушать. И эти колючие плоды будут застревать и в их горлах. Они не смогут их проглотить. Если проглотят, они также будут у них сжигаться внутренности этими колючими плодами. И посланник, саллаллаху, описывает эти колючие плоды, что это похоже на головы дьявола Иблиса.
Итак, в заключение Ибн Каим сказал: поистине собрание с целью поминания Аллаха, собрание ангелов, а собрание пустословия и беспечности, собрание шайтанов. Представляете? Ибн Каим сказал: поистине собрание с целью поминания Аллаха, собрание ангелов, там присутствуют ангелы, а собрание пустословия и беспечности, собрание шайтанов. Не для халяля, не для заработка халяля. Пусть же раб Аллаха берет то, что ближе ему и лучше для него, и он будет членами этих собраний в мире этом и в мире вечном. Вабиль называется книга, в этом приводится. Поистине время, в котором мы живем, время беспечности. Нас сегодня очень многие разные вещи отвлекают. Поистине время, в котором мы живем, время беспечности и небрежения. И если вы желаете убедиться в этом, то постранствуйте по земле Аллаха, созерцайте, посмотрите, как живут люди, как себя ведут люди. Смотрите вокруг, смотрите, как живут люди, что вы увидите. Магазины игрушек, развлекательные заведения, магазины, в которых продаются товары роскоши, спутниковые антенны и так далее в том же духе. А теперь, сегодня, не спутниковые антенны, это раньше было, а теперь интернет, разные каналы. Чтобы отвлекаться от поминания Аллаха, от размышления, от приносения пользы себе и людям. Люди сколько отвлекаются на разные, как говорится, да, ненужные вещи. А теперь сравните все это с местами поклонения, с кружками поклонения, с кружками поминания Аллаха, знаниями, в которые люди собираются для передачи полезного знания. Как мы сейчас, иншаллах, пусть Аллах примет у нас, и вы непременно увидите, что того, что отвлекает от Аллаха и мира вечного, гораздо больше. Тогда, то есть того, кто оставляет места пустых развлечений и разных проявлений беспечности и беседует с правдивыми людьми в домах Аллаха и кружках полезного знания, Господь почтит и дарует ему великую награду за то, что он пожертвовал этими развлечениями. Если ты оставил что-то ради Аллаха, что будет, если ради Аллаха оставил? Аллах тебе заменит на халяльное, на лучшее Аллах тебе заменит. Ты оставил взгляд на харам ради Аллаха, и Аллах тебе заменит лучшим. Если ты эти развлечения оставил ради Аллаха, Аллах тебе заменит лучшим. Поэтому того, кто оставляет места пустых развлечений и разных проявлений беспечности и беседует с праведными людьми в домах Аллаха, кружках полезного знания, Господь почтит и дарует ему великую награду за то, что он пожертвовал этими развлечениями. Как в прошлом проповеди мы также говорили, что Аллах заменит тебе лучшим. Чем больше искушений, тем большая награда ожидает противостоящего им верующего. Больше награды. Потому награда праведных в конце времен будет больше, ведь их будут окружать разнообразные многочисленные искушения. Просим Всевышнего Аллаха уберечь нас от беспечности и пренебрежения всего, что ведет к этому, а также от скверной кончины, и просим Его помочь нам поминать Его, благодарить и поклоняться Ему наилучшим образом. Поистине Он слышащий, видящий. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. И дальше идут у нас вопросы. Вопросы проверьте себя. Ниже приводятся два типа вопросов. Ответ на вопросы первого типа не требует усилий, тогда как для ответа на вопросы второго типа требуется размышление и обдумывание. Вопросы первого типа задается тут. Дайте определение пренебрежения. И также второе, назовите виды пренебрежения. Это вопросы на экзаменах приводятся. Вопросы второго типа, допустим, как пример. Помимо прочего, люди относятся небрежно к намерению, с которым они совершают то или иное действие. Объясните. И так дальше. Это и на экзаменах, пока у нас экзамены не введены. Баракаллаху фикум. Мы остановимся на главе 4. Там мы, иншаллах, будем разбирать, что такое страсть.
и более подробно будем объяснять. Баракаллаху фикум. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. Ваджазакумуллаху хайран.